Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего выпуска. Им доступно, что скрыто от других. Ученые отмечают свой праздник – Международный день Дарвина. 10 писем Александра Чачба-Ширвашидзе и его второй жены Натальи Будковской выкуплены Вячеславом Чирикбо. Мост между селами Дранда и Цкыбын, поврежденный во время стихии, восстановлен и сдан в эксплуатацию. Ответы на самые злободневные вопросы и комментарии по актуальным темам. Открытый, откровенный разговор о важных направлениях государственной деятельности. Президент Абхазии Бадре Гунба дал интервью абхазскому телевидению. Смотрите в нашем вечернем эфире 13 февраля. На первой встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным я поднял вопрос о продлении срока выдачи российских удостоверений для граждан нашей страны. Вы знаете, что большое количество наших соотечественников на своих личных автотранспортных средствах переезжают на территорию Российской Федерации. И эта мера необходима для возможности продолжения, в том числе и коммерческой деятельности. Многие наши граждане занимаются трансфером, и для удобства мы приняли решение обратиться к нашим российским коллегам. Это обращение было вызвано многочисленными просьбами наших граждан. В рамках предвыборной кампании на встречах очень многие задавали вопрос, как нам можно помочь для решения этой проблемы. Руководство Российской Федерации, лично Владимир Владимирович Путин и Сергей Владимирович Кириенко, я не могу это не отметить, потому что это действительно усилия, которые полезны для нашего государства и для наших граждан. Значит, приняли решение о возможности предоставлять такую услугу не на территории Российской Федерации, а в нашей стране, для того, чтобы наши граждане не выезжали за пределы, имели возможность на территории в более комфортных условиях получить российские водительские удостоверения. Хотел бы особо подчеркнуть, что такая возможность предоставляется не всем государствам. И мы здесь в особом статусе. Это особо подчеркивает отношение руководства Российской Федерации к народу Абхазии, к нашей стране. И не ценить такого рода отношения мы не имеем права. Вопросом усиления контроля за качеством товаров, которые производятся и реализуются на территории Абхазии, посвящалось совещание, которое провел премьер-министр Владимир Делба. Как проинформировали руководители центральных органов госуправления, в этом направлении реализуется комплексный подход, включающий регулярные инспекции торговых объектов, лабораторные исследования продукции и применение мер административного воздействия. Особое внимание уделяется товарам, наиболее часто подвергающимся фальсификации – меду, сырам, алкогольным и безалкогольным напиткам, реализуемым без надлежащей упаковки и маркировки. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие. Государственные органы должны предпринимать все меры для обеспечения защиты наших граждан от приобретения некачественных товаров, отметил Владимир Делба. 30 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Сухуме. Оборудование обнаружили в подсобном нежилом помещении домовладения, расположенного по улице Аланская, где проживает гражданин Фатеев. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 5 человек торжественно принесли присягу гражданина Республики Абхазия. Церемония прошла в паспортном отделе города Сухум паспортного управления МВД. 12 февраля 2026 года в паспортном отделе по городу Сухум паспортного управления МВД Республики Абхазия лица, вступившие в гражданство Республики Абхазия, торжественно дали клятву гражданина Республики Абхазия. Процедура является обязательной для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели либо восстанавливаются в гражданстве Республики Абхазия. Сегодня в паспортном отделе по городу Сухум паспортного управления МВД Абхазии
Иностранные граждане, которым было предоставлено гражданство Республики Абхазия, прошли установленную законом торжественную процедуру принесения клятвы гражданина Республики Абхазия на абхазском языке. Данная процедура является обязательной для указанной категории граждан согласно внесенным изменениям в Закон о гражданстве Республики Абхазия, статья 13.1. Процедура клятвы гражданина Республики Абхазия записывается с помощью средств видеофиксации со звуком. Также хочу отметить, что на стадии завершения находится работа относительно введения государственного реестра лиц, принятых в гражданство Республики Абхазия, согласно требованиям статьи 16.1 Закона о гражданстве Республики Абхазия. Изменение в законодательство внесено депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия. Согласно введенным требованиям, лица, вступившие в гражданство Республики Абхазия, обязаны публично и торжественно дать клятву гражданина Республики Абхазия на абхазском языке. Сара Ираян Артем Акопипа Эрментуларис Пснех Пара Сапиловны Саныкала Толбазой Сипсадгил Авас Авразы Апсне Ампара Конституции Азапанкой Шейлазинова и шестых чело Азы Толбазей Апсне Ампара Ахыпшимры Асуверенитет Рыхчаразы Симшсилша Сипстазара Шамейцу Аже штастой Апсне Жилар культурой Заскве Хатыр Шрыквыстал Азы. Всего 12 февраля клятву гражданина Республики Абхазия дали 5 человек. Сочинский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 7 граждан Абхазии. На сайте суда опубликована информация о рассмотрении материалов в порядке досудебного производства в отношении Алмазхана Арзенба, Ишцова Какали, Ханедума, Азамата Халпат, Ефрема Кварчия, Давида Накопия, действующего депутата парламента Кана Кварчия. Ранее сообщалось об избрании аналогичной меры пресечения в отношении бывшего депутата Народного собрания Гарри Кокая. Состоялось первое заседание Государственной комиссии по сохранению творческого наследия Валерия Гамге, созданной распоряжением премьер-министра. Валерий Гамге – заслуженный художник Абхазской АССР, член Союза художников Абхазии и СССР, участник Народного форума Абхазии Айтгалара, автор государственной символики Республики Абхазия, кавалер ордена Леона. Комиссию возглавляет вице-премьер Джансух Нанба. На заседании было решено создать реестр работ Валерия Гамге. Работа комиссии продолжится. Перспективы образования особо охраняемых природных территорий в восточной части Абхазии с учетом сохранения и развития лесохозяйственной отрасли страны обсудили вице-премьер Варадат Минасян и представители Госкомитета по экологии и природопользованию, Управления лесного хозяйства и аппарата Кабинета министров. По итогам встречи предложено создать рабочую группу с привлечением представителей научного сообщества, местных администраций и других государственных органов, чтобы определить конкретные территории, представляющие природоохранный интерес, провести границы и подготовить научное обоснование необходимости придания указанным территориям статуса особо охраняемых природных территорий. Им доступно, что скрыто от других. Их труд кропотливый, иногда и тяжкий. На их плечах открытия и исследования. Ученые отмечают свой праздник – Международный день Дарвина или День науки и гуманизма. В Абиги по разным направлениям бок о бок трудятся старшее и младшее поколение ученых. Они рассказали, почему выбрали свой путь и поделились планами. Репортаж Гугуцы Вардания. Дмитрий Авицба – археолог, младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований. В науку решил идти еще со школьной скамьи. Уже на 3-м курсе исторического факультета выбрал археологию. В 2013 году начал работать в Абиги. Как оказалось, впоследствии я был первым за 25 лет молодым научным сотрудником. И с того времени, чему я несказанно рад, в наш отдел приходят все новые и новые молодые лица, и отдел археологии постепенно обновляется, то есть сохраняется преемственность. Это мой
научный руководитель Олег Хутович Гашба, царство ему небесное, очень радовался тому, что в отдел приходят и приходят, потому что после военные годы был вот этот провал, когда не было молодых ученых, и фактически старое поколение только продолжало науку, и они переживали очень сильно, что никому не смогут передать факел изучения нашей истории. Дмитрий Авицба входил в исследовательскую группу проекта «Тайны Великой Абхазской стены», участвовал в археологических раскопках в северно-западном бастионе Сухумской крепости и других научных мероприятиях. Впереди у молодого ученого большие планы. Другой его коллега Инал Джопуа тоже выбрал свой путь еще в школе, пошел по стопам отца-археолога. В 2021 году защитил диссертацию на соискании ученой степени кандидата исторических наук. У нас так сложилось в семье, что вот отец это археолог, и как бы с детства привлекала на археологические раскопки. Отец последующий в университете, и вот преподаватель, там, руководитель Олег Николаевич Кобелия тоже вот, всячески способствовал тому, чтобы в этом направлении вот, добирался здания и как-то вот привлекался к практике археологической. Вот. Ну и теперь посвятился. Абхазскому институту гуманитарных исследований более 100 лет. Здесь вместе со старшим поколением трудятся младшие. Сегодня в Абиги работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, а также функционируют издательства и архив. Есть направления, которые остро нуждаются в новых сотрудниках. В отделе языка мы нуждаемся, нужны еще больше молодые, которые заинтересованы в составлении словарей, правописании, как художественная литература влияет на развитие языка. Отраслевые нужны словари. Конечно, молодые должны работать и работать. Сейчас мало кто идет по этой линии из-за того, что в других местах легко можно зарабатывать, а ученым, конечно, научным сотрудникам мало. Это, с одной стороны, интересно, но с другой стороны, это нудная работа. И потому ученые не становятся сразу после того, как мы приняли на работу, это годами должен набирать большой опыт. Язык развивается тогда, когда всесторонне люди занимаются, мыслят на родном языке и показывают все нормы в языке, в культуре со всех сторон. И потому это то, что необходимо для науки, для вообще государства. Абхазский институт гуманитарных исследований сотрудничает с различными научными центрами и именитыми российскими университетами. В стенах Абиги проводятся десятки международных конференций и мероприятий, посвященных науке. В этом году в планах отметить столетие ученого-языковеда, кандидата филологических наук Тамары Шакрыл и 110-летие доктора исторических наук, абхазского этнографа, фольклориста Шалвы Иналыпа. Гугу Цавардания, Ахра Амичба, абхазское телевидение. Письма выдающегося художника Александра Чачба-Ширвашидзе и его второй жены Натальи Будковской выкуплены Вячеславом Чирикба. Они пополнят коллекцию будущего дома-музея Александра Чачба-Ширвашидзе, над созданием которого работают энтузиасты. Нала Шинджери расскажет детали. Картины за миллионы, редкие артефакты, винтажные украшения. Все это уходит с молотка за считанные секунды. В Париже на аукционах всегда можно найти что-то необычное, даже предметы и ценные документы, связанные с Абхазией. На днях так и произошло. Ученый-лингвист Вячеслав Чирикба, любитель всего старинного и необыкновенного, всегда следит за обновлениями на сайтах разных аукционов. Именно так он наткнулся на письма выдающегося художника Александра Чачба-Ширвашидзе и его второй жены Натальи Будковской. Письма – это письма Александра Чачба и его жены, второй жены, Натальи Ильиничны Будковской, к переводчику пьесы еврейного, друга Чачба, «Веселая смерть». Кстати, одной из первых постановок была в Сухуме в 2018 году. И с декорациями, костюмами
по эскизам Чачба Шервашидзе. Сценаристом была Будковская, так что там очень было такое содружество. И вот этот же спектакль они поставили в Париже. Переписка на французском языке, французском, переведем, ничего страшного. Сейчас это очень просто делается. Вот. Надо издать, конечно, их издать и публиковать, и прокомментировать. Это следующий этап. Вячеслава Чирикба можно назвать коллекционером. Он по кусочкам собирает по всему миру любую информацию, связанную с известным художником Александра Чачба-Шервашидзе. Ведь ученый изучает творчество художника. Всего Вячеслав Чирикба выкупил 10 писем. 3 из них адресованы Александром Шервашидзе другу, французскому переводчику Дени Рошу. Другие 5 от второй жены Натальи Будковской, тоже адресованы французскому переводчику, и 2 письма не датированы. Теперь, когда вот произошла эта ужасная трагедия, когда мы, к сожалению, не сохранили наследие, сейчас встает вопрос, что делать дальше. И я считаю, что я обращался и раньше с этим руководством, и сейчас намереваюсь обратиться о создании дома-музея Александра Чачба-Шервашидзе. Кстати, там можно было быть и музей Георгия Шервашидзе, его брата, которые, они очень близки, первый абхазский писатель, переводчик, поэт. Вот. И также, может быть, рода Шервашидзе, который правил Абхазией 12 века, одна из самых древних правящих династий Европы. Вот. Это все не отражено, к сожалению, нигде у нас в Абхазии, кроме книг, скажем, да, а вот в качестве объектов, которые можно посетить, посмотреть, ничего нету. Я думаю, что нужно создать дом-музей Шервашидзе, и для этого мы собираем, у нас создан фонд Александра Чачба в прошлом году, и мы собираем уже материалы, касающиеся его жизни и творчества, и мы хотим подобрать какой-то особняк, который подходит по духу к той эпохе, начала века, и там организовать дом-музей, государственный, естественно. Все эти письма выкуплены из личных средств ученого. Ему и раньше удавалось приобретать значимые картины и предметы известного художника. Экспонаты хранятся в фонде имени Александра Чачба-Шервашидзе, где директором является сам Вячеслав Чирикба. У фонда много планов. К примеру, в ближайшее время проведут фестиваль имени первого абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. Мы планируем, такая идея тоже, она давно, кстати, меня очень, посещает, воссоздать эту постановку историческую, постановку «Веселая смерть» Еврейного, которая была здесь в 2018 году, воссоздать ее, и в рамках фестиваля показать, в профессиональном, конечно, исполнении. Я уже беседовал с режиссером Кове. Я думаю, что он сказал, что это возможно будет. И, естественно, с декорациями и с костюмами по эскизам Александра Чачба. Они, к счастью, у нас есть изображение, можно воссоздать и можно сделать на абхазском языке впервые. В Париже она была на французском языке, в Сухуми тогда на русском языке. Будет, может быть, на абхазском языке эту пьесу исполнить. Мне кажется, будет очень интересный такой исторический экскурс в прошлое, театральное прошлое Сухума. На разных интернет-ресурсах, там, где написано слово «аукцион», всегда можно найти ценные вещи. Главное при этом не упустить шанс приобрести их, пока предметы не увезли в другую страну. Выкупленные письма в скором времени пополнят коллекцию Вячеслава Чирикба, а затем будут переданы в будущий дом-музей. Нала Чхинджерия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Мост между селами Дранда и Цкыбын восстановлен и сдан в эксплуатацию. Переправа была повреждена во время стихийного бедствия. Мост длиной в 24 и шириной в 4 метра соединил 2 села и решил многие проблемы жителей. А Элита Арутюнян расскажет подробности. Восстановление моста было очень важно для удобства жителей. Ведь он связывает 2 села – Дранду и Цкыбын. Нури Тарба, заместитель главы администрации Гулрыбшского района, выразил слова благодарности от всего района, всем причастным к данной работе. Руководству республики, управлению капитального строительства и госкомпании «Абхазберегозащита». Жители, сел Дранда и Цкыбын совместным обращением обратились в администрацию Гулрыбшского района с просьбой о восстановлении моста. В свою очередь глава администрации Харазия Саид
Геннадьевич и совместно с вице-спикером парламента Республики Абхазия Ашотом Минасян обратились с просьбой о помощи в реконструкции данного моста к руководству республики. На данный момент мост уже готов, реконструирован. Финансирование шло из республиканских средств, то есть за счет, я как понимаю, управления капитальным строительством. Этот мост представляет собой важный стратегический инфраструктурный объект, так как соединяет два села – Дранду и Цкбын. Длина моста 24, а ширина 4 метра. Когда приехали, были остатки старого железного моста, которого один пролет был, он двухпролетный, тоже был, один из пролетов был полностью разрушен. Мы его полностью, оставшуюся часть демонтировали. Были уложены фундаментные блоки, связано все это бетоном, и потом были установлены опоры. Также 3 опоры, 2 береговые, 1 промежуточная. На нее установлены 55-е балки двутавры. И залита плитой проезжей части. До восстановления моста жители, особенно школьники, испытывали большие трудности. Им было сложно добраться до школы, а водителям транспортных средств приходилось искать объездные пути. Жителям сел, занимающимся сельским хозяйством, также приходилось испытывать неудобства при переправлении своей продукции. Был построен капитальный мост для автотранспортных средств, которые проезжают на данном мосту, будут проезжать. А данный мост не функционировал с марта месяца с прошлого года. Хочу от себя и от жителей данной улицы и жителей села Цкбын слова благодарности руководству Гулерипского района и руководству страны и всех тех причастных людей, которые участвовали в данной работе. В целом работы по восстановлению моста продолжались около 2 месяцев. Они были профинансированы из республиканского бюджета. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Открылся набор для соотечественников из Абхазии в один из самых престижных театральных вузов России – Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. По решению ректора института Евгения Князева будет сформирован совместный курс для 2 театров республики – абхазского и русского. Прием документов продлится еще около месяца. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.